Острый сезонный вопрос. Жители республики в мартовских квитанциях уже увидели корректировку платы за отопление. Как рассказала нашему телеканалу исполняющая обязанности руководителя службы стройжилтехнадзора Ольга Микушева, корректировки абсолютно законны. Она же пояснила, куда следует обращаться потребителю услуги, если появляются вопросы. Первое, что должен сделать потребитель, это обратиться в ту организацию, которая выставила этот счет. Это ведь может быть разные организации. Это может быть и ресурсоснабжающая организация, управляющая компания, ТСЖ. Это может быть какой-то расчетный центр, если организации заключен договор. Я вас перебью. А вот лучше в письменном виде обратиться или обязаны коммунальщики реагировать и на устные звонки? Коммунальщики обязаны реагировать и на устные не звонки, а на устное обращение в адрес исполнителя коммунальной услуги. Но я бы рекомендовала обратиться в письменном виде. Прошу разъяснить, что это за сумма. Ответ организация должна дать не позднее, чем через 30 календарных дней. К слову, корректировка может быть как в большую сторону, так и в меньшую. Если расчетное потребление было больше, чем фактическое, плату за тепло снизят. В этом году процентов 10 от общей суммы корректировок у нас минусовые. Конечно же, жители, получая в квитанции минусовую сумму, то есть перерасчет, который уменьшает его платеж, безумно рады, никуда не обращаются. Вот в этом году больше все-таки положительной корректировки. В прошлом году ситуация была противоположная. В прошлом году 70% домов получили минусовые корректировки. Полное интервью с Ольгой Микушевой о корректировках за отопление смотрите завтра в программе «Телезащитник» на Юргане.